Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем с вами новую передачу «Секреты счастья». Мы сегодня решили продолжить разговор с нашей гостьей, которая была в первой передаче в прошлый раз, Джанат Асылбекова, психолог. Вы помните, если кто слушал, что мы немножко не до конца раскрыли нашу тему, и поэтому решили продолжить. Это такая глобальная, неисчерпаемая тема о счастье, конечно. Спасибо, Джанат, что вы снова с нами. Добрый день, Бермет. Добрый день, дорогие радиослушатели. Вот мы хотели поговорить об индустрии счастья. Мы не успели совершенно эту тему разобрать. И о простых рецептах счастья сегодня. Вот давайте как-то на этом остановимся. Если вы какую-то мысль в прошлый раз не закончили и хотите сейчас продолжить, пожалуйста. Да, я вас поняла. Кто только сегодня присоединился к нам, да, я бы хотела напомнить все-таки, о чем мы говорили, каким мы понятиям пришли, что счастье все-таки не зависит от внешних обстоятельств. Счастье внутри каждого из нас. Человек создан для счастья. Счастье – это навык. То есть счастье все-таки это такое научение. То есть мы должны, да, все-таки как бы стремиться к счастью, делать что-то для того, чтобы быть счастливым. И я бы хотела немножко заострить на индустрии счастья, да, потому что очень у многих людей есть такое непонимание. То есть для них счастливый человек – это такой счастливый 24/7, не знающий грусти, слез, да, и так далее. Но счастливый человек, он счастливый внутри. Он может плакать, он может грустить, он может печалиться. То есть, трудности бывают у нас у всех. Но именно вот это вот внутреннее ощущение счастья, гармония, да, жизнерадостность и оптимизм помогают людям преодолевать трудные ситуации. То есть вот нужно понять, что счастливый человек – это не всегда вот такой вот позитивный. Мы можем грустить, мы можем плакать, поэтому нам как бы и даны от рождения все базовые эмоции, то есть такие как слезы. И, кстати, если хочется поплакать, то нужно поплакать, и после этого наступает. Каждый, наверное, по себе знает, да, такое облегчение, такой катарсис, очищение. То есть, если я вас правильно поняла, тут вопрос в определении счастья. Мы не должны путать счастье с каким-то фаном, с радостью, там, с каким-то просто таким возбужденным состоянием духа. Да. Или даже если какие-то происходят с нами несчастья, и что-то нас огорчает, это не отменяет. Конечно, не внутреннего состояния счастья и в целом удовлетворенности жизнью. Да, вот это вот нужно. То есть счастье понять. Не отменяет несчастье. И именно внутреннее счастье, внутреннее состояние гармонии нам, наоборот, помогает преодолевать несчастье. Да? Несчастья, они все-таки случаются. А это как вот не перепутать с вот этой вот аффирмацией, когда мы внушаем себе это состояние счастья? Вот, допустим, что-то плохое происходит, а ты внушаешь, что все хорошо, все равно улыбайся, там, будь позитивным. Это же к вопросу о вот этой индустрии счастья. Вот вы нам объясните, как различить. Да, согласна. Это. Я говорила на прошлой передаче о позитивной психологии. Вот оттуда вот эти все понятия и пошли, то есть позитив, аффирмации. Но там очень много, да, других понятий, это только маленькая часть. И вот то, что сейчас практикуется, вот позитив 24/7, то есть если человек несчастлив, то он все лузер, и этому и способствуют соцсети, да, то есть когда ты должен постоянно отчитываться о том, какой ты счастливый, ты смотришь на другие странички, там все излучают позитив, счастье и гармонию, это не есть хорошо, потому что другие эмоции, а мы люди, у нас есть разные эмоции, мы их как бы загоняем вглубь, и в итоге же они никуда не уходят, они рано или поздно вырвутся наружу и, к сожалению, вырываются с симптомами не очень хорошими. Так вот, чтобы себя не доводить до этого, нужно уяснить, что счастье, оно проявляется не только там в позитиве, да? То есть счастье – это такое спокойное состояние души твоей.
удовлетворенности. Счастье – это и радость, да, это и удовлетворенность, это и гармония, это и любознательность, это и позитив, естественно, это когда человек, вот у него бывают трудные, у каждого, я не видела ни одного человека, вот, чтобы у него не было трудностей. Мы, бывает, теряем близких, да, мы болеем, или у нас близкие болеют, но именно ощущение счастья, вот этого оптимизма помогает человеку преодолеть эти трудности, не сломаться, то есть как феникс из пепла, да, возродиться. Вот вы упомянули соцсети. Правильно ли я думаю, когда я думаю, что вот эти люди, которые 24/7, как вы говорите, излучают успех, счастье, довольство, они на самом деле, возможно, далеко не так счастливы, как те люди, которые вообще очень редко появляются в соцсетях. Вот у меня есть такое интуитивное ощущение. Ну, такое тоже как бы есть, да, вообще понятие счастья, оно, опять же, да, оно глубоко интимное, оно внутри. И иногда даже, то есть мы не поймем, вот как в прошлой передаче, да, я говорила о том, что вот больные люди, онкобольные, они же тоже по-своему счастливы. Для того, чтобы понять, счастлив человек или нет, все-таки у него надо спросить. Но есть такие люди, которые излучают счастье. То есть мы должны их увидеть, такие тоже, наверное, у То есть каждого. Бывает и совпадение, конечно, когда человек и внешне конечно, да. выглядит счастливым, но это вот на самом деле счастливым. О чем мы говорили, что счастье – это не обязательно излучать позитив всегда и везде, в соцсетях, там, в реальной жизни. Не обязательно. И вот к вопросу об индустрии счастья. Не обязательно эти люди обманывают, допустим, себя, да, они действительно верят, что таким образом, излучая счастье, что они становятся счастливыми и так далее. Но здесь уже вопрос к недобросовестным, наверное, коучингам. Я не буду говорить про всех, есть очень хорошие тренерские программы. Но есть и такие, это просто на своем практическом опыте, как психолог, ко мне приходят люди именно после таких тренингов. То есть на тренинг человек должен идти уже, вот это как человек, который умеет играть на скрипке, да? Он уже идет дальше учиться каким-то навыкам. А если у человека травмы непроработанные, да, вот он, допустим, какие-то семейные проблемы. Может быть, он когда-то попал в зону турбулентности, да, когда летел. Это тоже какая-то паническая атака, фобия. И, к сожалению, на вот таких вот многочисленных тренингах счастья, я просто очень много рекламы вижу, такие фобии, они усугубляются, панические атаки усугубляются. То есть временно приходит к человеку такой эффект, ну а потом он, наоборот, вот как бы падает в такую эмоциональное дно. А вы можете привести пример вот неправильной установки вот этих коучей счастья и что нужно на самом деле делать? Вот, кстати, да, хороший вопрос. Для того, чтобы понять и вот чтобы радиослушатели четко понимали, то есть коучи, конечно же, они психологи. И вообще немножко о коучинге. Он был в 50-х годах, он появился среди анонимных алкоголиков в Америке. То есть у людей, у которых была аддикция, да, у эмоционально неустойчивых людей. Потом это приобрело очень такую популярность. И уже начали развивать, да, тему и счастья, и обретения там успеха, самоуверенности и так далее. Разные, да, виды. И здесь, конечно, недобросовестными, я повторюсь, есть, конечно, очень хорошие тренера, недобросовестными психологами, там, тренерами используются методы именно из психологии. То есть вот я смотрю, вот по одной и той же схеме идет. Сначала человека берут в группу, с утра до вечера занимаются, да, как обычно. То здесь уже у человека пропадает уровень критичности. Он уже это воспринимает, вот, как говорится, всю эту информацию, да, вот он уже без критики, он всю ее берет. Потом, как правило, на этих семинарах, допустим, счастья, да, мы говорим о счастье, человека проваливают в яму, то есть эмоционально, хорошо, если он заплачет,
Часто ж такое происходит. Потом опять его поднимают. Ой, какой молодец, ты с этим справился, мы вместе справимся. И вот эти вот качели, когда человек то провалился, да, то он опять поднялся. Естественно, какой-то эмоциональный подъем идет. Он уже такой зараженный вот этим, скажем так, счастьем. Это первый пункт. Второй пункт. Очень часто, вот я прям слышу и от клиентов, и даже среди моих знакомых есть, там, человека, есть такой тоже прием, заставляют, допустим, там, пойти просить милостыню, у бездомных, допустим, попросить еду. Для чего это делается? У человека вырабатывается в этот момент, ну, такой внутренний страх, что психика принимает это, то есть как вообще угроза жизни, да, угроза вот прям, ну, как вот смерть. Типа как адреналин какой-то. Да, и в этот момент, ну, у человека вот действительно как будто он сейчас умрет, да, психологический организм вырабатывает там, естественно, гормоны, да. Потом, когда этот стресс проходит, человек, естественно, не умер. Ну, эти все гормоны, как бы там, куда они выходят наружу, человек, все, он счастливый, после такого приема. Естественно, он воодушевленный этим тренингом, идет дальше платить, дальше посещать такого рода тренинги, но это не может продолжаться 24/7, да? Тренинг рано или поздно закончится, и с чем окажется человек? Хорошо, в лучшем случае, если ни с чем, а в худшем, как я уже говорила, это фобии, это атаки, и человек еще хуже состояние у него, чем он пришел на этот тренинг. То есть эти коучи, они играют как бы с гормонами, да? Они играют, есть с той же позитивной психологией, они взяли очень много хороших таких методов, приемов, но, к сожалению, иногда используют не для людей все-таки. Они, значит, какие-то позитивные вещи взяли и перемешали их с как назвать, деструктивными для психики человека. Да, все это как-то иррационально какое-то такое своеобразное мошенничество, да? Ну, получается, что так, да. Я бы просто вот хотела, чтобы вы запомнили, да, такие моменты, и все-таки, если почувствовали, что вас проваливают в яму, какие-то заставляют вот делать то, что вам абсолютно претит, ну, задумайтесь, да? Задумайтесь. И еще один момент, все-таки, когда посещаете психолога, ну, попросите диплом, потому что у нас очень много сейчас псевдопсихологов, все-таки там 3-6 месяцев образования, и они работают с таким важным органом, это психика. Ну, уже доказано, то есть сначала идут психологические реакции, да, потом мозг, потом тело и орган. И это очень важно. Я недавно слушала передачу Лобковского, известного психолога, и кто-то позвонил к нему в эфир и говорит: ну, у вас же нету даже диплома об образовании. Вообще, вы можете сказать, что вы закончили, какие психологические хотя бы даже курсы? И он так нагло ответил, говорит: не хотите, не слушайте. Все, типа, меня вообще не волнует. В смысле, я достаточную, типа, школу прошел какую-то жизненную, и для меня этого достаточно. Если у меня есть, значит, потребитель, значит, прекрасно. А если вас не устраивает мое отсутствие диплома, то и не слушайте. Ну, человек, конечно, красиво говорит, владеет словом. Я ничего не могу сказать, но есть уровень а-ля Кашпировский, допустим, чтобы люди понимали. Просто здесь человек к психологу приходит с такой наболевшей проблемой, чаще всего, которую он даже себе боится признать, да, вот не то, что кому-то другому. Это настолько интимно. Консультация, я считаю, это такая тайна, да, это как тайна исповедования. А вот в прошлый раз был у нас вопрос, который мы как-то так вот не совсем закрыли от радиослушателей, о том, что вот когда Бог посылает хорошим людям так много испытаний. Помните, был такой вопрос? Я, конечно, считаю, что это вопрос не совсем психологу, сколько, ну, может быть, религиозным деятелям, потому что это же с точки зрения религии только, поскольку слово «Бог» упомянуто.
А помните, вы как психолог, да, пытались ответить на этот вопрос и привели пример из Винни-Пуха с персонажем Пятачок. Да. Вот можете немножко углубиться в эту тему, потому что это интересно. Пятачок, он действительно как бы привлекает в свою жизнь, ну, скажем так, неудачи, хотя в мультике они показаны просто как, ну, как смешные там происшествия, веселые, а на самом деле он просто такой безотказный, да, человек, вы говорили о том, что люди безотказные, но в вопросе, я думаю, речь идет о каких-то, допустим, несчастных случаях, которые сваливаются на человека, что-то, что не подвластно нам, и это, конечно, с точки зрения только высших сил, но а вот у психолога, как вы обычно людям отвечаете на эти вопросы? Ну вот на прошлой передаче, да, был такой вопрос, я тоже об этом думала, и действительно, все-таки все индивидуально. Мы, конечно, конкретно не знаем, что там у человека произошло, но если рассматривать вот с той точки зрения, о которой вы говорите, да, это потери, да, и не дай бог ребенка, болезнь, это действительно, это горе, опустошающее горе. Но и в этом случае люди находят в себе силы, то есть как-то воспрянуть, да, дают себе время, есть 5 стадий горевания, но сейчас речь не об этом. То есть иногда тоже люди путают психолога, наверное, с религиозными деятелями, там, с теологами, да, и так далее. Я психолог. Психология – это все-таки научная дисциплина. У научной дисциплины, чтобы стать ей, да, то есть нужно соответствовать каким-то критериям, это должен быть объект, надо, то есть экспериментальные свои там методы. Я объясняла с точки зрения психологии действительно, а то, что там, если человек вкладывал в свой вопрос такие понятия, как карма, фатум, ну, все-таки это немножко это не ко мне. К эзотерикам больше, да? Да, у меня как бы связи там, да, с космосом нет. Уважаемые радиослушатели, мы не можем как бы в нашей передаче скатываться на такие темы, как ну, там, магия, эзотерика. У нас нету здесь колдунов в гостях. Ну и, конечно, если когда-то будут у нас религиозные деятели, то мы их спросим с точки зрения религии. Я вот читала, я, по-моему, упомянула в прошлый раз, пытаясь ответить на этот вопрос, и даже интернет дает ответы с точки зрения, допустим, христианства или ислама, о том, что Бог таким образом, Он пытается привлечь людей к себе, когда Он дает какие-то испытания, или это в качестве урока, и мы должны это пройти и стать другими, измениться. Ну, такого рода вещи. Но вот я думаю, все-таки возвращаясь к Пятачку, вот когда у хорошего человека происходят постоянно подобные цепь событий, ну, допустим, возьмем женщину, да, и от нее постоянно уходят мужчины. А она такая прекрасная, хорошая хозяйка, и вся такая и внешне ухоженная, и как-то людям странно. Тут, да, немножко вот психолог Согласна. может... Вот здесь, да, вот в этом ракурсе, конечно, я могу ответить. Опять же, если вернуться к этому мультику, к Винни-Пуху, да, очень хороший мультфильм, очень много персонажей, типажей разных. Кролик, воспитанный человек, который постоянно сужал свои границы. Ну и что с ним случилось? Его там объели, сломали ему дом и ушли. К сожалению, в жизни тоже происходит так, и нужно всегда уметь говорить «нет». То есть эти женщины, они сами позволяют слишком много, да? К сожалению, да, вот в угоду другим. Опять же, все индивидуально, по разным причинам. Воспитание, склад характера. С этим мы тоже работаем и помогаем и таким женщинам обрести счастье. Это такой диагноз жертва, наверное, да? Я вот еще, мы не ответили на вопрос девушки, которая подверглась, к сожалению, изнасилованию, и был вопрос, станет ли она счастливой, да, от ее подруги. Был такой вопрос. Я вот хочу сказать, что обязательно станет, обязательно, просто не нужно торопить время. Вот у нас
как бы вот возьми себя в руки, не плачь, люди торопят, да, торопят время, но нужно это горе пережить. Вот есть 5 стадий горевания. Пока она это не переживет, естественно, никаких мыслей о счастье или там, о радости у нее сейчас не будет. Но обязательно эти 5 стадий пройдут, и она обязательно станет счастливой. Вы можете коротко на этих стадиях остановиться? Ну, там есть сначала там, гнев, естественно, есть отрицание, есть торг, потом есть депрессия, и в конце концов у человека происходит принятие. Вот когда происходит принятие, это не то, что смирение, ну, я же говорю, в жизни бывает разное, к сожалению. Ну, цивилизации рушатся. Ну, произошло. Ужасный случай, ужасный. Просто я вот еще раз скажу, что, надеюсь, соответствующие органы все-таки с этим разберутся. Но в результате преодолевается все. И из всего можно вынести позитив. Обязательно, да? Обязательно. То есть мы рождены для счастья. У нас счастье, оно заложено внутри генетически. Не надо ломаться и не надо думать, что жизнь на этом закончена. Я напомню, надо пережить, отгоревать, скажем так. Отгоревать, да. То есть мы имеем право и погоревать. Конечно. Надо дать себе право не сразу соскакивать и быть счастливым, а погоревать, выплакаться, пережить это. Я хочу напомнить телефоны, по которым вы можете задавать свои вопросы нам. WhatsApp 0705 53 16 64. Это для СМС-сообщений. Повторю, 0705 53 16 64. И если вы хотите позвонить и задать нам вопрос в прямом эфире, то звоните по телефону 0312 91 19 19. Легко запомнить, 91 19 19. Пожалуйста, добро пожаловать с вашими вопросами в наш прямой эфир. Мы продолжаем разговор с психологом Джанат Асылбековой. Вы немножечко хотели что-то добавить по поводу индустрии счастья, или мы с вами исчерпали эту тему? Ну, я думаю, не стыдно быть несчастливым. Можно и поплакать, можно и погрустить, и это не говорит о том, что вы несчастны. Счастье, оно у каждого То есть внутри. Не надо ударяться вот в эту моду, быть счастливым все время, успешным. Да, и все-таки запомнить такие моменты, чтобы, не дать воспользоваться собой, недобросовестным психологам, тренерам, коучам. Все-таки выбирать, и идти на тренинг такой, где вы уже к чему-то все-таки готовы. Я повторюсь, если там вы умеете уже играть на скрипке, условно говоря, то вы идете усовершенствовать свое мастерство. А у нас в Кыргызстане тоже такие тренинги проводят? Да, у нас есть такие тренинги, есть очень хорошие тренинги. У нас часто приезжают с Алматы, и надо смотреть, надо выбирать, надо смотреть дипломы и все-таки вот учесть эти моменты, которые я говорила, чтобы не проваливали вот в такие эмоциональные ямы, не доводили до слез. Вот здесь уже стоит задуматься. То есть прям вот целенаправленно, когда идут довести до слез, это уже как-то противоречит вообще всем психологическим канонам. Или когда человека, я когда тоже работаю, допустим, с ней приходит красивейшая женщина, все красивые, и она не может себе позволить, допустим, мини-юбку или красную помаду. И она это очень хочет. Вот в этом случае мы с ней работаем. Если человек не хочет, мы не можем заставлять одеть мини-юбку, накрасить губы и так далее. И то для того, чтобы она накрасила те же губы, идет долгий процесс. Мы разбираем, почему она себе не позволяет, что случилось. Дальше углубляемся, раскладываем это на части. Проходит некоторое время. В конце концов она красит губы, становится счастливой, решает свой вопрос. А когда идешь в группу, то есть там не учитываются личностные потребности каждого, берется такой среднестатистический запрос группы, а там же разные люди.
И в основном, я повторюсь... Да, и у всех же разное понимание счастья. Конечно. Надо же не забывать о вот этих 4 типах темпераментов. Да, и вот прокачанных, кстати, людей, как правило, все-таки на таких тренингах меньше. И идут люди, получается, туда решить свои проблемы, то есть у них уже есть какие-то жизненные трудности. Но, к сожалению, они обретают временные эмоции, а потом... То есть все-таки это индивидуальная работа. Конечно, конечно. Нет, вот... Тренинги еще плохи тем, что это массовое, да? Если, я повторюсь, если есть проблема, вот я хочу, чтобы еще различали. Вот психолог все-таки где-то он работает с прошлым. Сначала мы работаем с прошлым, идем к настоящему, но если у вас есть цели там, по бизнесу, что-то цель, у вас уже все, скажем так, проработано. В прошлом, в настоящем, вы идете работать с будущим, вот идите тогда к коучу и работаете вот конкретно там цель у вас там по бизнесу, деньги, что-то еще, работа с будущим. А люди этого не понимая, идут на эти тренинги решать свое прошлое. К сожалению, потом нет, у кого-то счастье, допустим, в обретении семьи, семейного счастья или там любви, а у кого-то что-то другое. Вот я помню в детстве у меня вот это выражение Пушкина было как бы записано афоризм, как девиз. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Ну, воля в смысле свободы. И я вот думаю, у меня какая-то эта установка пошла, и я действительно вот сейчас совершенно взрослый человек уже, да, и я поняла, что этот девиз с детства, он действительно и есть для меня понимание счастья. Для меня лично счастье – это покой, ощущение покоя, ну, такой удовлетворенности, скажем, да, и свобода. А для кого-то что-то совсем другое. Поэтому можно понять, что все эти тренинги, они действительно, как вы говорите, у всех же разный бэкграунд и разные потребности. Ну вот, к сожалению, быстрый результат при минимальных затратах, как обещают, ну, получит энное количество людей. Опять же, те, кто уже настолько там, уже к этому готов, да, действительно. А большая половина, я же говорю, хорошо, если останется ни с чем, с тем состоянием, пусть с которым они пришли. Но бывает, они выходят оттуда еще хуже. Через некоторое время им становится хуже, когда вся эта эйфория, вся эта эмоциональная раскачка, которую вот там их раскачали там за несколько дней, когда все это проходит, ну и, как правило, проходит счастье. Так что не надо искать счастье где-то вовне. Ищите счастье в себе. И более того, счастье, оно возникает тогда, когда его абсолютно не ждешь. То есть ты выходишь на улицу, ты наслаждаешься пением птиц, вот прекрасная погода, пусть даже идет дождь, ты можешь купить мороженое, лизнул, получил удовольствие. Вот как говорил, мне очень нравится известный психолог Франкл, а он прошел, кстати, концлагеря, да, и этот человек знал, о чем говорил. Вот я советую прочитать его книжки. Франкл потрясающий. Да, и вот он говорил, что счастье возникает, то есть не надо за ним гоняться. Чем больше за ним гоняешься, то есть его как бы и не найдешь. Счастье возникает абсолютно вот тогда, когда ты его не ждешь, но тихонько, как бабочка, он просто сядет на плечо. Ну и вот, чтобы не... Это хорошо, что мы сейчас вот немножко от пессимизма приходим в оптимизм. Помните, мы хотели разобрать простые советы, как быть счастливым. Что у вас для нас есть по этому поводу? Вот я бы хотела напомнить, оттолкнуться от того, когда мы говорили про медсестру паллиативную, да, и вспомнить, о чем жалели люди. Не, ну, как бы это тоже позитив в том плане, что вспомнить, о чем люди жалели. Да, вы можете даже повторить вот эти 5 принципов. Я даже хочу себе немножечко записать. Да, оттолкнуться, то есть от этого. И, ну, секреты счастья, да. Мы все социальные, я повторюсь, и люди жалели только о 5 вещах, и они доступны
каждому из нас, это поменять работу. Некоторые сидят на нелюбимой работе, там, потому что это престижно, что скажут другие, да, если я там сейчас уйду. И у каждого все-таки у нас есть свое призвание. И я знаю очень много людей, которые прям бросили все, уехали, стали фермерами, сажают картошку или помидоры и очень счастливы. И я знаю, что в конце жизни у них не будет сожаления по этому пункту. Второй пункт. То есть первое, занимайтесь любимой работой. Конечно, занимайтесь чтобы любимой... работа была именно любимая. Да, потом второй пункт, опять же, про работу. Люди жалеют, что очень много работали. И вот, кстати, вот здесь вот я хотела бы привести исследование, одно американское исследование, провели среди миллионеров, у которых состояние в среднем 125 миллионов долларов. И взяли среднестатистических менеджеров, клерков. И, как вы думаете, да, все-таки уровень счастья сильно разница, да, была между ними? Я думаю, что да. Я думаю, что чем богаче, тем несчастнее. Вот. Кстати, да, чем богаче, тем несчастнее. Ну, я не скажу, что они прям сильно были несчастливы. Во-первых, опять же, когда у них спрашивали, что такое счастье, все отвечали как бы одинаково. Никто не зацикливался на материальном. И второй момент, что в этой группе, что в той, где люди зарабатывали там, ну, условно говоря, пусть 3000 долларов в месяц, да, в Америке, по-моему, такая средняя, да, зарплата. Жалели об одном и том же и счастливы были в одном и том же, в одних и тех же, я имею в виду, вещах нематериальных. И здесь вот опять же вопрос, ну стоило вот так вот себя убивать? А тогда зачем ты себя так надрываешь, если счастье твое не в деньгах? Конечно, не, у кого-то может быть такое предназначение, да, и это ему нравится, и он, но все-таки нужно находить время, возвращаясь ко второму пункту. Люди жалеют, что очень много работали вот в погоне за вот, материальным и уделяли мало времени семье, детям, ну, там уже у каждого, близким, родителям, друзьям, очень сильно жалели. Третий пункт, кстати, про друзей. Вот она друзья. Прям, да, она выделила его в отдельный пункт. Я сейчас повторю для радиослушателей. Да, второй пункт у нас: не работайте слишком много, если вы чувствуете, что вы надрываетесь и лишаете себя счастья и отрываете время. Звучало прям, что мне жаль, что я так много работал. Да, и это чувство было у каждого пациента, у каждого мужского пола. Именно мужского пола. Да, да, мужчины себя надрывают больше. Да. Особенно, ну, здесь она немножко старшее поколение брала, а женщины все-таки большинство старшего поколения, они больше где-то посвящали домохозяйками время, были, да. Третий пункт. Друзья. Да. Мне жаль, что у меня не было смелости выразить свои чувства. И вот здесь чувства — это не только любовные, прекрасные, да, чувства, но еще и чувства к своим друзьям. То есть мы комплексуем даже перед друзьями, просто как бы сдерживаем себя от того, чтобы относиться к ним лучше и проявлять свою любовь, дружескую часть? Все-таки получается так, люди прячутся, боятся оголить свои истинные чувства. Все-таки мы боимся, что нас ранят. И получается, мы друг друга боимся, а хотим одного и того же. То есть делайте комплименты. А мы боимся того, что мы не получим адекватный ответ. Да. Мы кому-то хорошо относимся, а они, может быть, не так сильно. Да. Вот, и мы себя сдерживаем, да? Да, вот здесь вот нужно поучиться у детей. Если мы вот каждый пункт, мы можем немножко так его раскрыть, и что нужно сделать. Вот в этом пункте обратите внимание на детей, мы можем себя вспомнить детьми. Дети же ведь никогда не комплексуют, что там с ним не познакомятся, или он так не так одет. Он всегда, если он хочет познакомиться, он подойдет и меня зовут так, давай играть. Это, в принципе, нужно детская непосредственность, конечно. Они дадут конфетку даже, игрушку. Да, поделятся.
И вообще нам стоит поучиться у детей, да, многому, ведь они умеют радоваться действительно мелочам, солнечному зайчику. А что нам мешает? И, кстати, психологами, опять же, на основе многочисленных исследований доказано, что именно вот эти моменты и приносят счастье. То есть нужно все-таки выделить себе время, вот прям взять список и записать там отдельным пунктом, пойти и погулять полчаса, насладиться в настоящем. У нас мысли всегда или в прошлом копаются, или мы где-то там в будущем, но мы никогда не в настоящем. Вот я хочу, чтобы радиослушатели вот задумались над этим. Да, мы об этом в прошлый раз говорили. Это в мультике про панда кунг-фу. Угу. Там мудрец вот этот говорит: прошлое забыто, будущее закрыто, а настоящее даровано. Вот это вот надо запомнить. Настоящее нам даровано. Да. И тут вот еще хороший рецептик, что надо не забывать наслаждаться именно сегодняшним днем и настоящим моментом. Вот у нас сейчас прекрасная погода, и я прям призываю погулять, насладиться. Это у нас пункт 4 или что-то другое у нас пункт 4? Так, это у нас... Мне жаль, что у меня не было смелости выразить свои чувства, пункт 3. Это пункт 3, друзья, да. А пункт 4 у нас? Здесь вот еще немножко дополним, да, что многие люди подавляли свои чувства, чтобы, допустим, сохранить определенные взаимоотношения. Да. В результате они соглашались на посредственное существование, это вот по признанию тех, кто о чем жалел, да, сожалел перед последней, так сказать, чертой. И сожалели, что никогда не становились такими, какими бы они хотели себя видеть. То есть, нужно позволять все-таки снять немножко все эти маски и позволить себе быть таким, какой ты есть. И опять же, как онкопсихолог, я хочу сказать, что возникновение многих болезней связано вот с чувствами горечи, негодования, и когда человек не выражает действительно вот свои эмоции. Эмоции ведь можно тоже выражать по-разному. Опять же, это не кричать, может, кто-то как-то так поймет. Но вот если любишь, скажи. Если хочешь уйти, уйди, да? Да. Если кратко, то так. Рак — это, получается, опухоль, это наши зажимы. Вот мы зажимаем в себе что-то, да? Ну, это тоже один из нереализованное, невысказанное, но потом переходит в опухоль. Это и зажим, это и, опять же, неумение сказать «нет», это сдвигание своих, то есть раздвигание чужих границ в ущерб себе. Следующий пункт «мне жаль». Вот почему я о друзьях? Это 4-й пункт. И опять вот о чем жалеют люди перед смертью. Мне жаль, что я не поддерживал отношения со своими друзьями. 3-й пункт у нас шел, не выразил чувства, да, друзьям близким. А вот 4-й о том, что не поддерживал отношения со своими друзьяями. То есть это речь идет о том, что какие-то у нас были друзья в детстве, в юности, и мы не продолжили эту дружбу. Возможно. Да? Вот и даже сейчас, я думаю, у каждого есть и друзья, которые с детства и с юности, и с которыми мы, может быть, общаемся, но допустим, надо чаще общаться. Надо чаще, да. То есть мы не осознавали, то есть всей пользы, это вот люди говорили в этой книжке, что они не осознавали всей пользы поддержания контактов со своими старыми друзьями. Вот да, со старыми, да, особенно. То есть многие оказались настолько погруженными, да, в свои собственные жизни, что позволили их многолетней дружбе просто пройти мимо. Иногда вот мы идем с коллегами, да, потому что нужно. Потому что мы расходимся, потому что у нас разные интересы. Кто-то работает в одной сфере, кто-то в другой. И нас закручивает вот эта жизнь ежедневная. Я вот почему на себе знаю, потому что я уехала жить в Америку, жила там 12 лет, и именно вдали я почувствовала, как это, оказывается, важно с друзьями поддерживать отношения. У меня была такая ностальгия именно вот к друзьям детства, и поэтому я, когда приезжала, я именно общалась с вот теми друзьями, которые с детства, из юности, со студенческих лет, со школьных.
А они даже вот бывало говорили мне, вот молодец, ты хоть приезжаешь, как-то нас объединяешь, а мы вот здесь живем в одном городе и не видим друг друга по много лет. И да, я вот на себе это ощутила. Вот здесь, кстати, можно немножко все-таки вернуться опять к недобросовестным коучам и так далее. Там вот я слышала очень многие изречения такие вот, что общайся с теми. Это вот дружба там воспринимается как некий такой коммерческий проект. С успешными общайся, да, вот там, говорят. Избегай там там каких-то токсичных, да, под токсичные можно что угодно, там что бывших угодно друзей можно каких-то, притянуть. Да? И, кстати, на этом тоже дружба рвется. А как показывает все-таки эта замечательная книжка, люди жалеют об этом, жалеют, что, может быть, так поступили, да. То есть было очень много глубоких сожалений, что их дружбе, вот настоящим друзьям вот не было уделено столько времени и усилий, которых эта дружба заслуживала. Все скучают по своим друзьям, когда умирают. У меня аж дрожь по телу после этого пункта, да. Я прям тоже уже планирую встречу с друзьями. Потом 5-й пункт. 5-й пункт. О чем жалеют люди перед смертью? Что мне жаль, что я не позволила себе быть более счастливой. Правильно. Мы же говорили о том, что счастье — это наша воля. Мы можем выбрать быть счастливыми. Конечно. Это как глагол действия. То есть, хочешь быть счастливым — будь им. Вот этот вид сожаления был общим. То есть многие до конца не понимали, что счастье – это просто вопрос выбора. Выбора. Они были подчинены привычкам, стереотипам об этой жизни. То есть они находились в плену комфорта. В плену комфорта нашего привычного образа жизни. Так что выходите из комфорта. А потом, я думаю, что наше вот советский менталитет, наше воспитание тоже не вырабатывало же в нас совершенно вот этого. У американцев, например, в Декларации независимости записано, Томас Джефферсон автор, и они записали: и стремление, человек имеет право на то, на сё, на свободу, на там достойную жизнь и на стремление к счастью. Представляете, вот в основании Америки они в XVIII веке, в 1776 году записали это. И это просто потрясающе, я считаю. Ну вот замечательно. Я вот вспомнила еще исследование, что действительно вот у нас сейчас все, наверное, слышали, проводят очень много исследований по уровню счастья и берут вот страны. И, как ни странно, это же опять вопрос о материальном. Самые счастливые страны – это страны Латинской Америки. А хотя по уровню бедности там, они не самые богатые, да? И они самые счастливые по сравнению там с... А в чем секрет их счастья? А потому что у них в культуре заложена вот эта карнавальная такая культура, у них поощряется счастье, улыбки, а у нас даже пословицы, да, смех там без причины, признак дурачины там, и так далее. Да, это вот советский менталитет, что мы должны идти к какой-то цели такой глубокой, общечеловеческой, к построению коммунизма, но не к твоему личному, индивидуальному счастью. В нашей культуре действительно оно как-то вот не поощряется, а вот там... Как бы даже неприлично было быть чересчур счастливым, что за несерьезность там. Я хотела вот заострить все-таки момент на том, что вот материальное и уровень счастья, абсолютно вразрез идет. То есть проводили же эти опросы в странах Европы, да, в благополучных, и, казалось бы, Латинская Америка, а люди там счастливее. Там еще, знаете, почему, я думаю, там у них вот это же есть культура фиесты. Да. Они отдыхают каждый раз. Отдыхают, после обеда, спят, валяются. Такая леность, да, определенная есть. Но не надрываются, даже если они и нуждаются в деньгах. Согласна. То есть, если подытожить, что все-таки счастье, я повторюсь, это вопрос выбора. Вот. Надо выбирать счастье. Каждое утро просыпаясь, выбирать счастье.
вырабатывать в себе такие привычки. Навык, привычка. Да, выходить из этой зоны комфорта уже. Просто вот будьте счастливыми людьми, представляете? Кстати, как здесь это, маленькие ремарки легко. тоже в этой книжке от нее, что некоторые люди, ну почему, да, она, наверное, общалась с ними, спрашивала, почему вот все-таки вы не позволили себе быть счастливыми. Из-за страха перемен. То есть они притворялись перед другими и перед самим собой, что, допустим, были довольны своей жизнью. Это же, вот опять это возвращаясь к соцсетям. Такой вот а-ля все счастливы. Страх перемен — это, допустим, поменять работу на любимую. Да, а вот вдруг я останусь без денег. Потому что вот это нелюбимое, она хоть какой-то приносит мне доход. Или мне дейт тоже, да, вот я сейчас отсюда я уйду, да, вот что за дурачок, да, ты вот поменял такую престижную, тебе же здесь хорошо платят, а да человеку это не нравится, может ему нравится вообще там выращивать кукурузу и не знаю. В общем... Вы знаете, до такого абсурда доходит, что даже люди... допустим, в Америку уезжают или куда-то не потому, что они так хотят, а потому, что это же вот как бы престижно, вот все хотят в Америку, и что, я дурак, что ли, я, допустим, выиграл грин-карт. А потом выясняется, я там встречала таких людей, что они настолько несчастны, а от того, что или мне дейт, что я опять поеду, или мне дейт. Казалось бы, вот у нас дошло до таких перегибов, да? Да, согласна. И люди разлучаются с семьями, что-то там пашут на нелюбимой работе, чтобы лишь бы заработать эти деньги и отослать даже своим детям, и много лет живут в разлуке со своими детьми, просто обрекают совершенно и детей своих, и себя на несчастье. Да, согласна. То есть мы каждый день все-таки в своей голове пишем определенный сценарий, да? Давайте уже распознавать эти сценарии, выбирать или писать себе сценарий, который, ну, это твой сценарий. Ты вот чувствуешь, да, когда вот этот сценарий пишешь в своей жизни, что вот это и есть твое счастье. Пишите в своей голове ежедневно свои, а не чужие сценарии. Комментарий пришел вот по WhatsApp. Человек может жить долго и счастливо, если бы не было несчастных случаев, если вести правильный образ жизни. Ну, это как бы без вопроса, а просто комментарий такой пришел. То есть опять мы затрагиваем вопрос несчастных случаев, которые от нас... Зависят ли они от нас? Этот вопрос, опять же, такой, я бы сказала, сложноватый в том плане, ну, что от нас зависит. В этом мире случается все, и у каждого. Я не видела человека, у которого не было бы там жизненных трудностей. Все То есть с этим надо жить, как с пандемией коронавируса. Конечно, просто мы должны знать, уметь, выработать в себе умение, как это преодолеть, да. Жизнь на самом деле, ну, она хрупкая, она непредсказуемая, ну, она драгоценная, да. И ради этого мы должны может быть, еще и из-за того, что вот внезапно могут постичь нас вот такие вещи, неподвластные нам, такие как пандемия, например, ковида, или какие-то несчастные случаи, мы тем более должны ценить, наверное, настоящий момент. Согласна. И выработать себе навык счастья, чтобы если завтра мы вдруг окажемся неизлечимо больны на больничной койке, нас вот эти вот терзания, которые вот вы приводили, эти 5 терзаний не мучили, а мы могли бы сказать: да, я прожил, может быть, не такую длинную, как хотелось бы, жизнь, но я позволил себе то, это, я видел то, это, я имел хорошие отношения с теми или другими. Ну вот вы правильно сказали. Людьми, и не с такой горечью уходить, да, из этого мира. Каждый день это все-таки бесценный подарок. Нужно просыпаться с таким чувством. Вот я проснулся. Спасибо. Спасибо, что я открыл глаза. Еще один счастливый день. А вот интересно, психологи, они сами счастливые люди? Насколько они сами, вот все, что они учат и чему учат,
практикуют в своей жизни, реализовывают. Но это опять же, да, зависит от уровня осознанности. Если говорить про меня, я хотела у вас личный вопрос. Вот, мое личное счастье, да, мне очень нравится все-таки. Каждый, мне кажется, читал книжку «Алхимик», и там есть такая классная притча. Можно, да, я по ней немножко пройдусь? Конечно, конечно. Ну, вы, наверное, вспомните. Богатый купец отправляет своего сына в поисках счастья. Есть один очень-очень там всезнающий мудрец. Я помню, он что-то нес, какие-то капельки. 2 капли масла. Ага, и вот он его отправляет к нему, чтобы узнать секрет счастья. Он там к нему шел за 3-9 земель, он все-таки пришел к этому мудрецу и вот попросил у него секрет счастья. А мудрец ему говорит: вот ты знаешь, мне сейчас некогда. Ты пока осмотрись, посмотри мой дворец, как я живу, но вот тебе ложечка с 2 каплями масла. И как бы не растеряй это по дороге. Он пошел, все это как бы просмотрел, вернулся к мудрецу, и мудрец у него спрашивает: ну как тебе вот мой дворец, да, ты познакомился с моим домом, там, с моими владениями? Он говорит: нет, вот я, говорит, только вот дрожал над этими 2 каплями масла. Он говорит: я не могу доверять человеку, который не знает мой дом, вот, и, в общем, иди еще раз просмотри. Он опять пошел, и тут он заметил все эти красоты, картины, просто неимоверной красоты деревья, сады. Все было на своем месте, все было так гармонично. Он действительно получил такое наслаждение. Он вернулся к мудрецу, мудрец у него спрашивает: ну вот как тебе вообще? Он говорит: ой, все так красиво, а где же масло? То есть он растерял, да, эти капли масла. И вот для меня лично счастье — это вот такой баланс. Я не помню, мудрец что сказал? Правильно сделал, что растерял эти капли? Нет, конечно, тоже нет. Я тебе доверил эти капли, он смысл их был растерял. В чем? Чтобы и масло сохранить, да. и смысл, суметь увидеть красоту. Конечно. То есть я тебе доверил. Забыла, так давно то есть и вот счастье — это и есть баланс, да? Баланс. То есть вот счастье, если вот так в этимологию этого слова как бы вот посмотреть, с частью, да? С частью. То есть соединиться вот с частью. То есть часть себя. При этом не растерять себя. И наслаждаться вот сегодняшним днем, нести свой какой-то маленький смысл, вот эти 2 маленькие капли масла, да. Это не что-то глобальное, вот как себе люди ставят какие-то цели, потом, если они не исполняются, да, человек входит опять же в депрессию, он несчастлив, конечно же. Поэтому вот для меня счастье вот заключается в таком балансе. Ты несешь себя именно здесь и сейчас, со своим маленьким смыслом, те 2 капли масла. Замечательно. Как-то так, да. Дорогие радиослушатели, я хочу напомнить наши телефоны для того, чтобы вы их записали, и, может быть, в следующую передачу, потому что сегодня не было у нас вопросов, может быть, в следующую передачу, это будет понедельник, 12:00, полдень, вы либо до передачи, либо во время все-таки пришлете нам свои вопросы. Это запишите номер 0705 53 16 64, WhatsApp или Telegram. И для звонка в прямом эфире 0312 91 19 19. Добро пожаловать с вашими вопросами на программу «Секреты счастья». Мы уже завершаем, я смотрю на время, и хочу уже по традиции завершить хорошими новостями, как в прошлый раз, для того, чтобы зарядить вас какой-то надеждой на то, что не все у нас так плохо, и есть надежда на лучшее. В прошлый раз я завершила тем, что в Риме можно заплатить за билет в метро пластиковыми бутылками. Замечательная, да, новость. Будем надеяться, что когда-нибудь что-то такое же подобное, позитивное произойдет и у нас. Калифорния ограничивает продажу собак, кошек и кроликов в магазинах, чтобы люди брали домашних животных из приютов. Тоже замечательно.
Зачем их продавать, когда нужно куда-то пристраивать всяких бездомных животных? Рисовые фермеры по всему миру начинают использовать на полях уток вместо пестицидов. Вау! Это что-то экологическое. Утки едят насекомых и щиплют сорняки, не трогая рис. Ну надо же! Представляете, вот Бог действительно все создал так, а нам еще познавать и познавать секреты, по-моему, его. Потому что пестициды – это ужасная вещь. Канада приняла закон, запрещающий использовать косаток и дельфинов в индустрии развлечений. Да, мы не знаем, как издеваются над этими животными, когда их тренируют на эту индустрию. Я помню, я была в Таиланде, и на шоу слонов какие только вещи они не выделывали. Но, оказывается, их так мучают для того, чтобы они... Я с детства не люблю цирк, я не хожу. Да, цирк, вот это вот надо запрещать. Другая хорошая новость. Голландия засеивает крыши сотен автобусных остановок цветами и растениями специально для пчел. Замечательно, да? Да, прелестно. У нас еще есть время? Я спрашиваю диджея. Нет, уже нет. Он говорит, надо закругляться. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы слушали нашу передачу. У нас в гостях была Джаната Сылбекова, психолог. Я думаю, мы с ней еще не раз встретимся. И да, спасибо вам, Бермет, за эфир. Да, всего вам доброго. Мы всем вам желаем счастья. Будьте счастливы, дорогие. Улыбайтесь, будьте счастливы здесь и сейчас. Цените каждый прожитый день и цените именно сегодняшний день. Да, и нужно помнить, что в году есть только 2 дня, когда мы не можем ничего сделать. Соответственно, мы не можем быть счастливыми. Это вчера и завтра. То есть живите в настоящем. Все. Да. Всего доброго. До свидания.